Ветслужба Коми предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения лейкоза крупного рогатого скота в Сыктывкаре. Очаг болезни по улице Пермской, дом 1/25, локализован. Инфекцию обнаружили у одной нетели, которая не доилась. При обследовании клинических признаков у нее не выявили. Остальное поголовье хозяйства здоровое. В столице объявлен карантин. Как на территории самого очага заболевания, так и в радиусе 1 километра вокруг него. Как известно, в этой зоне есть еще одно сельхозпредприятие. Мы по нему точно так же работаем, будем отбирать также кровь, исследовать ее. Но я думаю, что все будет хорошо, все в порядке. 23-го проведено эпизиотологическое обследование хозяйства. Клинических больных животных не выявлено. Вот я повторюсь, также уже получается, что животные подвергнуты убою. Признаков лейкоза при проведении ветэкспертизы у нас мясо не выявлено. Место содержания у нас подвергнуто дезинфекции, организовано информирование населения города Сыктывкара о возникновении данного заболевания. Сегодня специалисты провели еще одну дезинфекцию. Идет сбор сведений о количестве поголовья скота на территории Сыктывкара. В установленном радиусе от очага запрещается проведение сельхозярмарок, выставок и перемещений восприимчивых животных. Все из них старше 6 месяцев будут обследованы. Карантин с предприятия будет снят после двукратного подтверждения отрицательных результатов на лейкоз животных, исследованных с интервалом в 90 календарных дней. Обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз, его характерные признаки – увеличение поверхностных лимфоузлов и исхудание. Ветслужба просит информировать по телефону горячей линии 8 82 12 28 64 28. Отметим, лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь. В самом начале она протекает бессимптомно, а после проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Заразившихся животных подвергают вынужденному убою, так как заболевание неизлечимо. Средств для проведения профилактической иммунизации не существует. Молоко от коров больных лейкозом использовать в пищу нельзя. При этом в личных подсобных хозяйствах его можно давать в корм животным только после кипячения.